Завершается трехдневная вахта памяти по погибшим в Беслане. 3 сентября траурные мероприятия проходят на мемориальном комплексе «Город ангелов». 6 ровных рядов с одинаковыми надгробиями. Здесь покоятся жертвы трагедии 2004 года. В эти сентябрьские траурные дни не только Северная Осетия, но и весь мир вспоминает жертв теракта 2004 года. За несколько дней мирный Беслан превратился в холодный город ангелов. Город потерянных надежд и несбывшихся мечтаний. Прошло 10 лет, но не высыхают слезы матерей, потерявших своих детей. Беслан – это трагедия осетин, но это всечеловеческая проблема. И как и многое другое. Как и в Израиле, как в Украине, как в Иране, в Ираке, и везде, где сейчас гибнут люди, дети. И мне кажется, что мир находится сейчас в таком состоянии безумия, зла, что любой голос, пусть иногда кажется, что не докричаться, как говорил Высоцкий, не доораться, не докричаться, но тем не менее, под лежачий камень вода не течет. И поэтому мы здесь. В городе ангелов всегда многолюдно, но 1, 2 и 3 сентября здесь не утихает плач матерей. Они нежно поглаживают каменные лица своих детей и задают только один вопрос – за что? За что это горе коснулось именно их? А в ответ лишь гробовая тишина. Такую колоссальную цену заплатила наша страна, наверное, за спокойствие, которое сейчас, слава богу, воцарилось у нас здесь на Кавказе. И очень сильно объединило всех людей. Оказывается, не только в радости мы можем быть вместе, но и в горе поддерживать друг друга. Все надеются, что никогда это больше не повторится. Беслан – это город, где не празднуют 1 сентября. Беслан – это боль и непоправимая судьба. Сегодня по многолетней традиции под звуки метронома перечислили имена и фамилии всех погибших. Под удар колокола в небо вновь выпущены 334 белых воздушных шара. Почтить память погибших в Беслан приехали около 10 тысяч человек. К древу скорби люди несут живые цветы и воду, которой так не хватало заложникам в школе. Уже 10-й год оплакивают тех, кто не спасся все страшные 3 дня. Елена Черенкова, Ацамат Шипшев, Осетия ТВ.